Так, ну мы сегодня с вами начнем заниматься креативным мышлением. Вот я постараюсь как-то так, чтобы у нас это все уложилось по времени, и чтобы мы могли еще потом везде успеть. Значит, вот мы с вами еще разочек встретимся, но уже в предметных аудиториях. Заходите. У нас шестая группа. Есть... Ага. Так, значит, мы встретимся с вами еще разочек, когда будут математики работать прицельно, учителя родного языка и естественники, вот в этих группах у них такой плотный распорядок. Мы тогда посмотрим специальные вопросы, как можно встроить учебный процесс, с помощью каких заданий. А сегодня мы обсуждаем общий круг вопросов. Вот, значит, сначала я бы хотела начать с представления креативного мышления как одной из составляющих. Спасибо большое. Функциональной грамотности, основные подходы, особенности международного и национального инструментария, а потом нормально слышно, все хорошо, ага. А потом посмотреть трудности педагогов, трудности учащихся. Мы в прошлом году проводили пилот, нынешний результат не готовы, тем более, что мы, в общем, отказались, мы уже не принимали участие в этом исследовании. А в прошлом году в пилоте мы участвовали, в общем, поэтому примерно представляем, что наши дети могут дать. Вот. И рассмотреть проблемы формирования креативного мышления учащихся в основной школе. Вот такой план. Хорошо? Угу. Вот. Ну, начнем тогда с концептуальных рамок. Значит, уважаемые коллеги, презентации все у вас будут, поэтому можете не тратить там эти самые свои фото, просто записывайте вопросы. Вот. И если можно, приготовьте блокнотики, они нам один разочек понадобятся. Хорошо? Вот. Ну, значит, вы знаете, что в этом году первый раз стали измерять и оценивать креативное мышление, такое, набрались окаянства, стали вот такое вот оценивать. Ну, наверное, понятно почему. Дело в том, что мы сейчас уже на такой стадии находимся развития, когда вот уже фильмы и все остальное может снимать любой блогер с телефона. Уже не нужно специального образования, уже не нужно там дорогой аппаратуры и так далее. И поэтому качество замыслов, креативность, умение становится просто не только важным для профессий, но и в быту, и, так сказать, и вот эта вот привычка мыслить креативно. Вот я позволю себе простой пример. Вот представьте, у вас ребенок 9 лет, в 9 вечера плачет и говорит: мама, я должен завтра прийти в школу в костюме редиски. Я забыла. Да? Ну, что мама может делать? Начать ругаться, как-то такой-сякой, начать ругаться на школу. А можно вот быстренько собраться, придумать какую-нибудь зелененькую юбочку, какую-нибудь там, или красненькую юбочку, зелененький хвостик, написать там, что редиска, и со спокойной совестью отправить ребенка в школу. Вот эта вот привычка мыслить креативно, она не только в работе нужна, она нам нужна вообще по жизни. И чем раньше мы ее начнем формировать, тем это будет лучше во всей последующей жизни. Вот это, конечно, важнейший источник развития личности. Вот это вот то, что можно сказать просто о значении роли креативного мышления, почему мы все-таки до него добрались. Ну, а теперь второй вопрос, а мерить-то зачем? Всю жизнь вообще, так сказать, да и как? Вот, дело вот в чем. Дело в том, что мы, вот все, кто разрабатывают вот эту проблему, задания и прочее, мы твердо убеждены, что раз способность к креативному мышлению базируется на знании и на опыте, ну, задатки, само собой, конечно, да, то, значит, она может быть предметом целенаправленного формирования. Дайте детям еще какой-то дополнительный опыт, и давайте посмотрим, что получится. Вот есть у нас, как в качестве гипотезы, есть уверенность, что у нас намного возрастет вот такие вот проявления креативности у детей.
Если мы, конечно, правильно построим учебный процесс, если мы будем к этому обращаться. Вот. Ну а участие вот во всех международных исследованиях и в оценках, и в мониторинговых исследованиях национальных, это вот может стать ну, позитивным источником опыта. Ага, что-то не так? Спасибо. Вот, значит, вот этим мы, собственно, и занимались. Мы попробовали подойти к оценке креативного мышления. Так, извините. Ну вот просто место креативного мышления в составе вот функциональной грамотности. Вот посмотрите, основные компоненты, вот они три, о которых сегодня говорила Галина Сергеевна. Читательская, математическая грамотность, естественно-научная. В этом году ведущим компонентом была математическая. В следующем исследовании, в 2025 году, обновится та модель, которая была в 2015 году сделана. Вот пока мы пользовались 2015 годом, а в 2025 году будет новая модель. Вот меняется там, естественно, научная грамотность, а читательская обновлялась в 2018. Значит, она будет через 3 года после 25-го, 28-го, да, если ничего не случится. Вот. И вот всю жизнь, вот вы видели, да, дополнительные, Галина Сергеевна сегодня показывала, дополнительные такие аспекты, связанные с тем или другим подходом к разрешению проблем. Творческие, там, в сотрудничестве, там, еще что-то. Вот в 2018 году глобальные компетенции, а вот в этом году новое направление – креативное мышление. Вот это, так сказать, вот место. Вот вы смотрите, если говорить о тенденциях, то вот если мы в начале века считали грамотностью, важными такими вот грамотностями, функциональными грамотностями, умение читать, писать, считать, то сейчас они сохранились и в виде читательской грамотности, и в виде математической грамотности, правда, модернизировались. Мы теперь по-другому считаем с помощью других инструментов, и калькуляторы, и компьютеры, и экселевские таблицы, и бог знает что. Мы обсчитываем другие явления, а не просто, так сказать, подписываемся под инструкции, проверяем счета. Да? Значит, точно так же и читаем мы другие тексты. Мы уже читаем, ну вот Любовь Анатольевна завтра поподробнее об этом расскажет, а я могу только вот сказать, что мы читаем чаты, мы читаем это, мы читаем. То есть у нас огромный доступ к источникам информации, поэтому другие уже и потребности, например, оценка надежности, достоверности источников и так далее, и так далее. То есть другие проблемы ставят. Добавилась, естественно, научная грамотность, добавилась финансовая грамотность, потому что это стало очень важным элементом, от этого зависит благополучие и жизнь не только человека, но и общества. Вот вспомним аварии на атомных станциях, да, и голосование людей по этому поводу. Значит, и кроме того, информационные налоговые, там возможность, а в этом году, вот, пожалуйста, креативное мышление. Возможно, и другое что-то появится, когда станет очень актуальным и важным для людей. Вот. Значит, вот что понимаем под креативным мышлением. Ну, довольно естественное определение. Посмотрите, ну, наверняка вы получали когда-нибудь, все из вас, получали какое-то новое задание, которое не знаете, как выполнять. Ну, вот сейчас, например. Да? Подготовка к физе. Что мы с вами начинаем делать? Мы начинаем встречаться, обсуждать, проводить мозговые штурмы, смотреть аналоги. А ты что думаешь? А ты что думаешь? А ты как думаешь? А ты что будешь делать? А вот давайте вырабатываем решение, потом выбираем из этого решения. Мы обсуждаем, мы вырабатываем решения, потом мы смотрим на эти решения, выбираем наиболее интересные, наиболее перспективные и, конечно, доводим их до ума. Вот оно, то, что здесь написано в определении. Выработка идей, оценка идей и совершенствование идей, направленных на получение каких-то новых решений или нового знания, или какого-то нового продукта в виде там рисунка, там, я не знаю, текст, там еще художественного произведения, да. Вот, собственно, вот такое вполне естественное определение. Вот возникает еще один вопрос, который мы тоже не можем не затронуть. Ну, вообще говоря, явление креативное мышление – это не новая идея. В психодиагностике им занимались вдоль и поперек, изучали огромное количество тестов, существует, и батареи тестов, то по одному тесту вообще ничего нельзя сказать, да? Значит, вот известно, что
в основе креативности лежит способность к дивергентному мышлению, вот, то есть вот умение с разных точек зрения посмотреть на одно и то же явление, обменяться идеями и так далее. Да? И основные характеристики вот этого дивергентного мышления, как правило, вот они называются следующие. Беглость, продуктивность, то есть сколько идей ты можешь выдать за, там, так сказать, единицу времени или там, за какой-то, или вообще тогда, да, кто больше. Гибкость и разнообразие из этих идей, они все похожи или разные? Ну вот, например, мы детей просили привезти, значит, вот яблочко плюс яблочко, вишенка плюс вишенка, да, грибочек плюс грибочек. Ну это же одно и то же, да? Ну, меняются объекты вишенки, яблочки, а по сути дела он складывает, он выбирает вот какие-то вот одни и те же объекты, да? Вот, по-другому было бы, если бы он там складывал, например, массы или еще что-то, да? Это было бы другое. А штуки, вот он везде, так сказать. Вот. И третий параметр, очень важный, оригинальность и нестандартность. Но если про то было понятно, количество идей, количество разных идей, а как оригинальность, нестандартность мерить? Это же проблема. Вот. Значит, меряются, подход существует и используется следующий по частотности. Не по абсолютному значению, а по относительному показателю. То есть вот это не то, чтобы вот ребенок изобрел такую идею, которая нигде никогда никому в голову не приходила. Вот совершенно что-то новое. Нет. Просто вот, как правило, я могу пояснить вот примером. Был знакомый ребенок, во 2 классе им заставили писать сочинение по золотому ключику. И она сказала, я напишу про Карабаса-Барабаса. Почему? А потому что про Мальвину и Буратино напишут все. Понятно, да? Вот в этом смысле рассматривается оригинальность и нестандартность. Умение придумать такое решение, которое не каждому придет в голову. Выдвинуть такую идею, которая редко относительно в выборке встречается. Вот и мы специально это подчеркиваем в характеристиках и в формулировках задания. Ну и разработанность, проработка. Бывает очень много идей, они грубо так сделаны, да? А вот бывают очень точно, тщательно прорисованные. Вот 4 показателя, которые используются для оценки креативного мышления. Вот и наши оценки, наши критерии основаны ровно на этих самых качествах мышления креативного, которые вот соотносятся. Да? Беглость, продуктивность, гибкость, разнообразие – это количество идей, количество отличающихся идей. Да? Оригинальность, нестандартность – это по частотности идеи. А разработанность, проработка, доработка идей, там тоже предлагаются креативные улучшения. Поэтому там тоже основной показатель будет оригинальность. Оригинальность, ясность, проработка, детальность и так далее. Ну и, конечно, остается основным показателем тот, который есть везде. Соответствие ответа теме. Ты на тот вопрос отвечаешь или нет. Или ты отвечаешь на свой вопрос, который ты сам себе переформулировал, задал. Такое без конца встречается. Вот, поэтому это общее требование к ответу на любое задание. Показателем, критерием является первое – приемлемость или неприемлемость идеи. Мы принимаем этот ответ или мы его не принимаем. А потом мы уже задаем следующий вопрос. А мы его принимаем полностью или частично? Да? Вот примерно вот так устроена и критериальная база, и оценка. Вот я сейчас как раз хотела бы, чтобы вы достали по листочку и попробовали вот эти критерии посмотреть на себе. Нарисуйте на листочке вот 20 таких кружочков, ну, можете 10, так, сколько хотите. И попробуйте нарисовать на этих самых листочках рисунки. Использовать их как основу для круга. Давайте мы сейчас... Хватит там 2 минут, чтобы 20 кружочков нарисовать? Ну, давайте на 10. Давайте на 10 остановимся. Нам все равно. Мы просто потом посмотрим. Давайте 10. Справились? Отлично. Справляетесь. Хорошо. Все. Вот сейчас минутка пройдет и начнем работать. Кто справился, вы тогда пока задание читайте.
Так, ну давайте. Значит, вот минутка прошла, кружочки все нарисовали, да? Значит, следующие 5 минут вы стараетесь на базе этих 10 кружочков нарисовать как можно больше рисунков. Не только рожицы, да, а еще что-нибудь интересное. Первое. Да. Вот. Ну, конечно, да. Вот именно поэтому я и сказал, не только рожицы со смайликами, а что-нибудь еще интересное. Если вам нужно меньше времени, ради бога, можно. Я думаю, для 10 рисунков вам 5 минут много будет. Можно ограничиться тогда, может быть, 3, как? Пока вы рисуете, я начну вас отвлекать и говорить, что вообще говоря, если вы 6-я группа, то заходите к нам. А вы какую ищете? 3-я? Вот, по-моему... Вот это задание, если будет возможность так, или как в порядке развлечения, можно предложить и детям выполнить в классе. Вы, все учителя, в общем, очень много информации новой, неожиданной получают о своих детях. Сразу скажу, что вот результаты этого теста на креативность с IQ никакой корреляции не имеют. Это вот просто 2 разные вещи. А вы уже кончили? Все? Ну да, что, ну если надо, то подпишите, если непонятно, что вы там изобразили, да. Угу. Что вы хотели тут же. Да. Ну, старайтесь, какие получатся. Да. Угу. Да. Ну, это вот просто на себе попробовать, и потом предложить, вы просто критерии попробовать. Вот мы сейчас ради чего это делаем. Все? Проверим, посмотрим. Ну, давайте тогда посмотрим, у кого сколько получилось. 13. А у вас? А? Ну, неважно, да, это же, господи, мы же никого не... 10. Ну, вот... Ага. Давайте тогда посмотрим. Ну, называйте какой-нибудь рисунок, и у кого такой есть, вычеркиваем. Ладно? Прям по очереди. Вы что-нибудь... Зайчик. Так, есть у кого-нибудь? А? Смайлики вычеркиваем. Что еще? Солнышко. У кого-нибудь есть? Вычеркиваем. Что? Так, ну давайте по очереди. Давайте по очереди. Нет, подождите. Мне восход солнышко. Ну, солнышко, да. Да, солнышко. Так. Нет, следующий. Нет, следующий. Нет, тоже смайлик. Смайлики вычеркиваем. А что еще, кроме смайликов? Цветочек, отлично. А? Луна. Давайте. Часы. Есть у кого-нибудь? Вычеркиваем. Что там еще осталось из того, что мы не называли? Горы? Горы? Так, следующий. Ага. Атомная модель. О, вот так. Физики. Да. Еще. Пицца. У кого еще что-нибудь есть? Паутинка. Отлично. Еще что-нибудь есть?
Еще какие-нибудь у вас есть интересы? Отлично, так. Класс. Что-нибудь еще новое? Глобус есть. Вот географы, конечно. А? Еще раз? Земля, да. Ну, вот видите, да? Ребят, друзья, вот видите, сколько всего интересного, сколько неожиданного. И у каждого получилось свое количество разнообразных рисунков, а мы их потом разделим на категории. Это про природу. Про природу это все вот в одну группу. Понятно, да? Это вот будет классификация. У детей, когда будем смотреть, вот будем их классифицировать вот так по беглости, там вот. Сколько они успели нарисовать, сколько из них разных, попадающих в одну категорию, сколько появилось новых оригинальных рисунков, которых нет ни у кого. Вот атом, паутинка никто не нарисовал, там еще какие-то вещи, да? Вот, собственно, ну и можно и на проработку смотреть рисунка. Вот по этим категориям, вот вы поняли, да, как мы оцениваем задание. Потому что это, я почему провожу с вами это задание, потому что наши учителя, они всегда привыкли, вот эта сложность, что там совершенно другие критерии, которые не имеют отношения к правильному и неправильному, верно и неверно. Наши учителя в первую очередь проверяют, да, верно или неверно. Бывает такое или не бывает. Ну, понимаете, вот это вот любое задание, вот мы все время сбиваемся, все время надо себя держать за руку. Если мы проверяем креативность, то даже если он высказал, вот это прежде всего про научные вещи относится, потому что могут высказать дети ту гипотезу, которую они еще не изучали, не знают, и высказать какое-то отрицательное знание. Но ведь отрицательное – это же путь развития науки. Имеют право высказывать. Они этого еще не знают. Можно проверить и такую гипотезу. Мы их награждаем за оригинальность и не наказываем за то, что они дали неправильный ответ. Если очень хочется проверить, ставьте двойную отметку, как за сочинение. 5-4, да, 5 за русский, 4 за литературу, или наоборот. То есть, за язык. Понимаете, да? Да, но креативность, мы здесь оцениваем креативность. Если мы оцениваем оригинальность, редко встречается. Неважно, что это там, не оптимальное решение, неинтересное, там, вот, может быть, спорное решение, да? Но понимаете, вот об этом вот надо никогда не забывать, потому что мы всегда вот нас прям сами себя за руку должны держать. У нас все время хочется, а вот это вот стилистически неверно, или там это политически не выдержано, или там еще чего-то, вот все время вот забиваемся на какие-то такие вещи. Вот. Значит, это вот такой вот маленький тест. Ну и заканчивая вот эту работу, общую часть, скажите, пожалуйста, вот у вас уже какое-то отношение к тому, что нужно, можно креативное мышление в школе формировать и оценивать? Или это утопия, и это дело только, так сказать, Господа Бога? Вот скажите, пожалуйста, попробуйте записать хотя бы одно утверждение, которое выразило бы ваше отношение. Давайте обсудим немножко. Угу. Надо, потому что наши дети вперед нас. Вот. Сможем мы это сделать? Сможем? Потому что методы, если мы... Они сами могут сделать. Например, в классе потом я еще то получится. Вы оптимист, я тоже. Кто-нибудь, у кого-нибудь есть еще какие-нибудь суждения? Да, конечно. Креативность нужно, но чаще всего такая ситуация. У нас дети, вот ребенок, он такие идеи выдает, но как в школу пойдет, мы начинаем его останавливать. Неправда. Садись прямо. Вот начинаем останавливать. Я как раз, вы меня опередили. Я именно этот вопрос хотела вам задать. А если мы все за, то почему же у нас дети до входа в школу просто вот пестрят идеями, а на выходе вот сидят вот тихо, как... Что мы не так делаем? Мне кажется, что дело не в нас вообще, а дело в тех требованиях, которые выдвигаются да. И это еще один провокационный вопрос. А когда вы это будете делать? У вас что, время есть лишнее на уроках?
А? Нет, мы хотя Ну, никто не увеличит, это же очевидно. поддержать этого ребенка, Вот, значит, а не Значит, критиковать. уважаемые коллеги, значит, вот давайте сделаем некоторый вывод, да, такие предварительные, быстрые. Значит, мы за то, чтобы это поддерживать, за то, чтобы критиковать. Давайте искать возможности, и давайте, они не должны быть в ущерб нашему основному процессу, они должны быть сонаправлены, значит, нам надо обратить все внимание, и я вас прошу с этой точки зрения слушать дальше, да, значит, а как мы можем войти с этой креативностью в учебный процесс? На какой-нибудь урок. Вот попробуйте, вот пока слушаете, делать себе заметочки. Каждый для своего предмета. Каждый для своего предмета. Вот это у меня ляжет. Вот это, понимаете, мы не можем универсальные вещи делать все. Мы будем стараться это подстраивать так, чтобы это легло в наш предмет. Ну вот какие-то вещи мы уже выдавали. Вот на искусстве вот самые разные рисунки, там какие-то там воображения и так далее. Да? Вот что-то, гипотезы выдвигать тоже прозвучало уже, да, наверное. Ну вот давайте думать дальше пока, вот себе. И себе на заметочку мы берем вот такие вот утверждения. Ну давайте вот я сейчас еще остановлюсь на особенностях оценки, как идет оценка ответов детей. Это очень серьезный вопрос, потому что здесь очень много неясностей, и это очень новая история. Значит, вот если... Итак, мы с вами запомнили разнообразные идеи, креативные идеи и доработанные идеи. Да? Выдвижение, оценка и доработка. Ну, давайте посмотрим. Выдвижение разнообразных идей. Что это такое? Значит, это такие задания, в которых детям предлагают, просят придумать несколько идей, а весь ответ кодируется вместе, как один ответ. Вот основной критерий, сколько там различающихся идей. Вот. Что, мы, помните, говорили, что первое, что мы оцениваем, это принимаем ответ или не принимаем. Вот приемлемыми идеями считаются отличающиеся, приемлемые идеи считаются отличающимися друг от друга. Если он отвечает не на вопрос, не по теме, мы такой ответ просто не рассматриваем. Все остальное считаем приемлемым, и они отличаются друг от друга, если отличается или смысловая направленность, или способ воплощения. Грибочек плюс грибочек, яблочко плюс яблочко – это одно и то же. Одна и та же смысловая направленность. А вот может быть способ воплощения, может быть смысловая направленность различаться. Вот. И тогда идет вот такой расклад. Вот шаги. Вот сколько всего предложено идей, сколько из них является приемлемыми с точки зрения требований, темы и заданий, сколько из приемлемых идей являются отличающимися друг от друга. Вот по этой схеме, вот ПИЗа, в ПИЗе там такая вот, есть две категории заданий, в которых просят выдвинуть 2 идеи, и в которых просят выдвинуть 3 идеи. Если 2 идеи, то, смотрите, нет приемлемых идей – 0. Если идеи, есть 2 приемлемые идеи, но они не различаются, тоже 0. Значит, максимальный балл там, если 2 идеи, только единица может быть, да? Потому что мы же дивергентность оцениваем. Мы же оцениваем не просто способность выдвинуть идеи, да? А мы разные идеи оцениваем. Это вот особенность этого критерия. А полностью принимаемый ответ, если мы просим выдвинуть 3 идеи. И тогда, если хотя бы 2 из них отличаются между собой, то это будет единица. А если все 3 отличаются, то это полностью принимаемый ответ. Понятно, да? Вот такая вот схема оценки. И здесь, но, уважаемые коллеги, значит, это исследование ПИЗа. Пока мы формируем и учим, мы можем и менее строго придерживаться, менее строгих каких-то правил, да? Вот. Но на выходе вот это вот мы к этому идеалу стремимся. Ну, вы знаете, ну как, ну да, ну вот мы же вот младенец сначала писает в штаны, потом там еще как-то, ну постепенно же приучаем и хвалим за какие-то шаги, да? Вот он уже не 3 раза описался, а 1. Ну вот как-то вот постепенно, когда мы идем, когда мы учим, мы можем на многое пойти. Это в отношении любых критериев. Если нам ведь главное поддержать нашей критериальной базы, не сказать, что ты вот все время двоечник, да? А сказать, что ты вчера делал 100 ошибок, а сегодня только 50. Это все равно двойка-то вообще, по большому счету. Но ты продвигаешься, понимаете, да?
Вот эта вот идея. Значит, теперь креативная идея. В креативных оценивает способность выдвигать оригинальные идеи или нестандартно подходить к ситуации. В заданиях учащихся просят выдвинуть одну идею, там несколько, а здесь одну. И основной критерий будет оригинальность. Оригинальными, вот мы уже с вами это говорили, считаются редко встречающиеся идеи. То есть, как правило, в заданиях выбивают 2-3 стандартные темы, которые у всех присутствуют, ну, наиболее частотные, да? Все остальное мы можем считать редко встречающимся. Это можно даже, в конце концов, на классе делать. Ну, конечно, чем больше выборка, тем лучше, но даже на классе все равно вот вы увидите, что какие-то идеи называют все или много, а какие-то, ну вот про Мальвину и Буратино будут писать все. Вот 2 стандартные идеи. Поэтому про Карабаса, Дуримара, там про что угодно, это будет уже что-нибудь это оригинальное. Вот. Ну и здесь такой же способ рассуждения. Первое, мы оцениваем, приемлемая ли идея, оригинальна ли. И если она не очень оригинальна, но, может быть, она очень интересно воплощена. Про того же Буратино, ну, как-то вот, например, с позиции, я не знаю, там это самое, окружающего мира, там крокодил, черепахи, тортилы или еще там что-то вот как-то так вот интересно, но вроде бы тема стандартная, а вот выражена очень интересно, да? Ну, вот это я так вот просто. Ну, и вот такая же тоже схема. Здесь всегда используется политомическая шкала. Значит, если ответ неприемлем, то 0. Если ответ приемлем, но он отличается стандартностью, обычной темой, то это будет единица. А если нестандартный ответ, то есть редко встречающийся, если он не соответствует одной или нескольким перечисленным стандартным темам, то это будет уже тогда у нас полностью принимаемый ответ, оцениваем кодом 2. Вот обратите внимание на приписочку, что для естественно-научной области допустимыми считаются любые идеи, даже, может быть, они содержат, но только в случае, если они допускают проверку научными методами. Что там неприемлемое? Ну вот я махну волшебной палочкой, да? Прилетели инопланетяне, и все там, значит, вот вся эта магия, волшебство, которым сейчас так увлечены дети. Вот, ну и доработка идеи идет тоже по схеме оригинальности. Основной критерий тоже оригинальность. Оригинальными считаются вот такие доработки и улучшения, которые приносят элемент нестандартности в существующую идею, в исходную идею. Понятно, да? То есть это вот как раз основная вот история такая же точно. Приемлемо, неприемлемо, оригинально, не оригинально. Может быть, если не оригинально, то может быть выражено как-то, сделано оригинально. Вот таким вот образом тоже идет. Та же самая схема. Угу. Вот, а теперь вот у меня сразу такая рефлексия, да? Вот в принципе вот такие вот критерии в разных заданиях могут использоваться. Как вы считаете, какие из них следует особо выделить? Вот мы с вами обсуждали какие-то вещи, да? То, что вот сразу важно, нужно, бросается в глаза. Угу. Первое, обязательно, да? Он есть везде. Молодцы, отлично. Вот количество идей или количество различающихся идей, или то и другое? Ну, второй или третий, или оба? Сначала количество идей считали, а потом, если они не похожи... Но мы оцениваем-то что самое главное? Мы можем, конечно, да, мы можем различающихся, конечно. Нам важно, именно различающиеся подскажут нам дивергентность. Ну и еще один какой у нас? Да, конечно. Оригинальность и стандартность. Вот эти 3 параметра, 1, 3 и 4, я бы выделила особо. Они наиболее часто встречаются, это в чистом виде показывают вот какие-то вот креативные такие вещи. Остальные тоже могут быть, безусловно, в зависимости от заданий, там, сложности, там, того всего, но вот эти 3, это вот основная тройка.
Вот, молодцы, отлично. Вот, ну давайте теперь про особенности инструментария поговорим. Как и любые другие задания, задания ПИЗы строятся на пересечении 3 моделей. Содержательной модели. Мы с вами говорили, что, ну, еще не говорили, сейчас поговорим. Компетентностной модели. И очень важная история, контекст и ситуации. В каком контексте, аранжировка, как мы преподносим это детям, чтобы их это, ну, что называется, сцепляло, чтобы они были готовы это решать. Значит, что такое содержательная модель? Вокруг чего мы можем, что мы можем? Либо самовыражение с помощью рисунка и текста, да? Либо, значит, будет, соответственно, письменное самовыражение, визуальное самовыражение, либо мы решаем проблемы. И здесь тоже будет разница социального характера и, естественно, научного характера. Как правило, вот есть исследования, которые говорят, что ну, нет таких людей, которые бы одинаково себя проявляли во всех этих областях. Поэтому они и выделяются в исследовании ПИЗа и вот оцениваются. И мы тоже получаем подтверждение, что, так сказать, если мы письменным самовыражением на уроках родного языка занимаемся, вот, то детям это более успешно, они выполняют это лучше. Вот, а рисунка у нас практически нет, мы это все не делаем, хотя, в общем, зря, наверное. Вот, потому что на той же музыке вот этот прием очень известный. Нарисуй. Вот ты слушаешь музыку, нарисуй, какие свои ассоциации, что ты слышишь. Да? Если мы это, я вам покажу потом задание, когда этот прием можно использовать и на всех уроках тоже. Есть смысл. Ну и решение проблем социальных, естественно, научных. Вокруг чего мы можем строить? Вокруг личных проблем детей, учения, какие-то личные сферы взаимоотношений, насчет социума, взаимоотношений, человек-среда, бытовая какая-то сфера, ну и природа, техника, значит, там прежде всего методология, будет изобретательство, велосипед там будущего, работа с данными и так далее. Значит, вот если их коротко так вот визуализировать, то это будет креативное самовыражение, вербальное, визуальное, получение нового знания, решение проблемы, социальной, либо, естественно, математической, научной какой-то. Да? И компетентности это будут либо выдвижение и совершенствование идей, либо оценка и отбор идей. Вот вокруг этого фактически и строятся задания все. Вот. Вот я просто хотела показать маленькие нюансы. Значит, в исследовании ПИЗа мы оцениваем. У нас, причем мы оцениваем, обращаю ваше внимание, вот сегодня это уже звучало несколько раз, мы ведь не детей оцениваем, да? Помните, мы даже им приписываем тот балл за те задания, которые они вообще-то не выполняли. Да? Вы обратили на это внимание, да? То есть мы не детей оцениваем там, это уж просто очевидная вещь. Вот. А мы оцениваем, а что мы тогда оцениваем? Если не с детей, то что? Через ответы детей, что? Конечно, мы оцениваем нашу педагогическую практику. Мы описываем нашу педагогическую практику, способствует она или не способствует, ну, соответственно, развитию, там, в данном случае, креативного мышления. Вот, поэтому в исследовании ПИЗа строго оценка, там формирования нет, поэтому они этими вещами не балуются. Они предлагают следующие вещи. Ну, написать сюжет, сценарий, заголовок, ну или продолжение, если доработка, к предложенному какой-то истории фильма, или диалог составить. Вот типология заданий, модели заданий, которые используются в исследовании ПИЗа. И для оценки они очень хороши. Вот когда мы делали наш собственный банк, который вы тоже можете пользоваться, он на Рэше, и вот Галина Сергеевна показывала вот Скиф Таврау, то мы делали и прямые аналоги таких заданий, потому что нам надо было подготовить детей к исследованию ПИЗа, и вам тоже рекомендуем это вот не забывать, хотя они плохо вписываются в наш учебный процесс, как вы понимаете, но тем не менее их надо иметь, потому что ну, надо как-то помогать детям. А дальше мы делали уже с учетом поддержки учебных тем по литературе, предметные действия, межпредметные связи и так далее. Вот, чтобы оно работало еще и на какие-то педагогические вещи. Вот. Ну вот примеры заданий. Вот в этом самом я сейчас спущу, они тут у вас нарисованы, вот эти самые задания. Полистайте. Угу.
Посмотрите, значит, ну вот кубики бросают, вокруг кубиков вот как опора для иллюстрации придумываются истории. Первая тренировочная для погружения, там для тренировки. Потом вот видите, 6 кубиков уже там надо какую-то связанную историю нарисовать. Потом, значит, вот 2 истории даны, это вот оценка совершенствования идей, какая история наиболее оригинальная, да, вот выбери наиболее оригинальный ответ, вот продолжи историю, вот, ну, вы их можете там потом прочитаете, посмотрите. И вот здесь вот можете посмотреть. Вот наши истории похожие, да, вот составляем коллаж, вот наш соавтор Светлана Геннадьевна Яковлева такой вот, сама составила такой коллаж, там железная дорога, неизвестно куда уходящие, чаепитие, там это вот Алису там можно вспомнить, все что угодно. И мы просим назвать, предложить 3 разных заголовка к этой истории. Как можно больше различающихся между собой. Вот обратите внимание на эти формулировки. Если я хочу оценить дивергентность, да, то я вот использую вот такого рода формулировки. Как можно больше различающихся между собой. Или выберите такой рисунок, который наиболее отличается от уже предложенного. То есть, значит, не на ту тему, не так сформулировано. Понятно, да? Вот, не те ассоциации, другие ассоциации. Или вот креативность. Да? Рассмотрите картину, как вы думаете, о чем может быть эта книга. Предложите такую версию, о которой подумает не каждый. Вот это вот еще одна формулировка, выделенная жирным шрифтом. Это то, что мы используем, если хотим акцентировать, что мы проверяем креативность. В данном случае мы будем оценивать креативность. Понятно, да? Вот мы детям подсказываем, что обратите внимание на этот аспект. Ну вот, там источники тоже я указала. Вот в этом источнике вот очень много было всяких интересных. Да, конечно. Вот здесь, допустим, если ответить собаку, получается 0, да? Ну, конечно, ну вот нет, ну даже не 0, но он не может. Вот смотрите, о чем может быть эта книга? Он должен рассказать вот какой-то сюжет, вообще говоря. Вряд ли только собака нас устроит, это как краткий ответ. Но здесь, да. Подумает не каждый. Да, а вот, ну, пустая вот такая вот, нет, ну, могут быть частые, подходящие, собака был бы неприемлемым ответом. Приемлемым ответом о том, как девочка пошла гулять и по пути встретила собаку. Да? Здесь все не противоречит вот этой самой истории. Вот. Девочка пошла вслед за воздушным шаром, а по дороге ей встретилась собака. Или девочка выпила там какой-то волшебный напиток, стала маленькой и, значит, вот поместилась в книжку, в которой описывалось путешествие на волшебном шаре. Ну, вот, ребят, я просто фантазирую, да? Ну, вот это вот, а возможно, что там возникнут какие-то новые ассоциации, вот там какие-то мысли улетающие, там еще что-то, какие-то вот такие абстрактные ассоциации у детей могут возникнуть, да? То есть вот, ну, тут надо вот смотреть и выбирать. Вот это был бы полный правильный ответ. Значит, визуальное самовыражение. Ну, что там можно от детей потребовать? Я обращаю ваше внимание на то, что дети рисуют на компьютере. И это дополнительная сложность, это то, из-за чего они, в принципе, плохо выполняют задания. Им даются обычно вот такие вот штампики, символы какие-то, которые они дополняют, вставляют в рисунок, с помощью которых они могут что-то изобразить. Ну вот, значит, вот мы предлагали, например, девятиклассникам, у нас был мониторинг внутренний, полет в космос, экспедиция на Марс. Ну, там 10 заданий, самых разных. Вот один из них вот на визуальное самовыражение мы просили нарисовать рекламу для, так сказать, привлечения средств для полета на Марс добровольцам. Ну и мы давали астронавты, ракеты, там еще что-то. То есть речь шла о композиции, об оригинальной какой-нибудь композиции. Вот. Значит, ну вот эскиз, постер, значок, плакат, вот фактически вот такие вот вещи, да. Мы тоже давали такие же задания. Что мы еще давали? Мы просили прояснить с помощью рисунков утверждение изучаемых понятий, смысл изучаемых понятий или каких-то утверждений, ну, например, викинги, да, или там еще что-то, да, или, может быть, фразеологизмов с помощью рисунка, или вот А плюс Б равняется С, поясни с помощью рисунка, о чем может быть эта формула. О чем это там? Смысл? Я вам ее покажу, что дети отвечают. Понимаете, да? Или вот фразеологизм.
глаза разбежались. Нарисуй. Это что, вот один глаз убежал? Понимаете, да? Так дети тоже рисовали, другой остался. Вот. Значит, инфографика. Вот в ПИЗе тоже была инфографика, они потом от нее отказались. Поддержка формирования после пилота. На пилоте была поддержка формирования межпредметных понятий связи и формирование воображения. То есть мы давали, например, 3 круга, да, и просили вот нарисуй на основе этих кругов картину какую-нибудь. Или там лист, и что вот можно к этому листу сделать. Можно павлиний хвост, можно еще там что-то, костер из листьев. Ну, в общем, вот такие вот вещи, просили их, ну, проявить дальше воображение. Вот, ну, вот это вот, видите, это вот рисунок, который там в ПИЗе открытое задание, вот фестиваль еды, вот видите, они дают там стрючки, бобы, там еще что-то. А вот видите, вот ребенок нарисовал вот с этими пломбир мороженое, да? Такой вот с этими кругами и с чем-то, вот он нарисовал мороженое. Например, стаканчик с мороженым. Тоже вот такие вот любопытные картины. Вот наши дети, мы им давали задание, семиклассники, нарисовать рисунок из геометрических фигур. Используя только геометрические фигуры. Ну вот видите, какие картины рисуют. Замечательные. Ну, у них творчество, конечно, кипит. Но это вот около 30% детей отвечают, к сожалению. Не больше. Вот. Ну, естественно, научные проблемы. Там что, тематика какая? Методология научного исследования, выдвижение гипотез, выдвижение оригинальной гипотезы, схемы эксперимента, доработки, например, да. И вот очень большой пласт вопросов, сортировка, группировка данных. Вот, к сожалению, там у нас проблемы. Ну и второй большой блок – это изобретательство, рационализаторство. Это то, что в ПИЗе. Что у нас дополнительно к ним? Поддержка учебных тем по естественно-научным программам, включая, понимаете, вот какие мы вещи пытались предложить. Вот текст учебника, то есть то, что можно сделать на каждом уроке фактически, с любым текстом. Вот текст учебника, попробуй, расскажи это младшему брату. Да, своими словами. Вот, то есть это вот явно идет в поддержку. Ну и какие-то межпредметные связи, предметные действия, вот это вот все. Ну вот здесь вот велосипед, вот как чисто изобретательство, там предлагают усовершенствовать велосипед, чтобы, так сказать, ну это вот в открытом доступе это все есть, это можно смотреть в ПИЗе. Мы предложили вот этот 7 класс, вдруг все было хорошо, а в августе стала пахнуть вода. Вот что может быть причиной? Ну вот, ну это как одна, а потом доработать, там, предложить способ проверки и так далее, так далее. Вот такого рода, это вот эксперимент, да, схема. Социальные проблемы, проблематика заданий это в ПИЗе – это экологические проблемы, как правило, это экономное расходование ресурсов, сбор, переработка отходов мусора, экологическое просвещение. Ну, то есть вот предложите схемы, как оповестить как можно больше народа, там вот, ну, понятно, да? А там о пчелах, о том, о другом, понятно. Вот, и социальные инициативы, вот, какие могут быть, это очень сложная для наших детей тема оказалась, и забота о людях с особыми потребностями. Вот. Как там, для инвалидов что-нибудь приспособы сделать, еще что-то. Значит, у нас прямые аналоги, кроме того, межличностные отношения, отношения взаимодействия, отношения к животным, отношения к труду, то есть вот к учебе очень много. Вот здесь, вот в этом блоке мы еще делали, ну, воспитательного характера задания. То есть поддержка формирования личностных действий, вот о смыслах, а зачем я, кому, ради чего я живу, вот какие-то, ну, конечно, не в таком духе сформулированы, но вот такие вот воспитательного характера действия, вот мы, социальное проектирование, вот школу будущего мы детям предлагали, и межпредметные связи. Вот, ну вот, значит, вот ПИЗовское, там, экономное расходование воды, дети делают приложения в соцсетях и дорабатывают его, чтобы, так сказать, людям было интересно. Вот, ну, наше вот задание – это вот лесные пожары, как там можно на этой основе они беспокоятся и так далее. Ну, где можно посмотреть задание? Ну, во-первых, вот эти вот наши выпуски, я вот сейчас тоже могу вам предложить, посмотрите, возьмите, вот, полистать просто. Вот, во-вторых, это, конечно, вот платформа РЭШ,
Российская электронная школа и вот банк заданий Института стратегии развития образования РАО. Вот это вот 3 основных ресурса, на которых, зайдя на которые, можно много чего найти. Все они свободные. А сейчас я вот прошу вас рефлексию такую определенную провести. Давайте вот я вам сейчас напишу, прочитаю легенду, которую вот, ну, предложила вот на наших курсах вот так вот, ну, учитель Быкова Екатерина Александровна. Она это сделала для учащихся 5 классов. Вот, ну, мы давали задание составить. Вот она предложила такой сюжет, легенду. С папой готовите поздравления для мамы на день рождения. Решили, что ваше поздравление будет состоять из открытки, сделанной, придуманной вами. Она должна, конечно, содержать элементы поздравления. И, кроме того, оригинальный элемент, какое-то необычное изображение или надпись. Вот как вы думаете, к этой легенде на какую область пойдут задания? Визуальное самовыражение, письменное самовыражение, социальные проблемы. Для какой области она сделала такое задание? Какие там? Я потом покажу то, что получилось, а вы пока спрогнозируете. И какие могут быть поставлены вопросы, из каких компетентностей. Напоминаю, выдвижение креативных идей, выдвижение оригинальной идеи, доработка идей. Вот что здесь можно? Если бы вам такую предложили легенду, вы бы какие задания делали? Их формулировать не обязательно, просто в общих чертах. Ну вот это решение, это могут быть здесь решения социальных проблем, задания. Может быть, это же мама. Ну вряд ли. Проявление. То есть писать – это значит письменное самовыражение, да. Рисовать – это визуальное. Ну вот, скорее всего, вокруг этого и будет крутиться. Вряд ли тут будут подсчеты вестись, да? Вот, скорее всего, это будет визуальное или письменное самовыражение. Верно? Вот, а области компетентности, выдвижение идей может быть разнообразных? Конечно, разные рисунки, разные сюжеты, разные композиции, да? Обязательно доработка там может быть, и может быть отбор креативной идеи и так далее. Ну вот вы видите, вы уже вот полностью в теме. Вот посмотрите, что человек нарисовал. Для ответа используйте рабочий элемент поля справа. Какие элементы поздравительной открытки можно внести в открытку, предложите. Ну, там какие-то элементы она там будет давать, она еще это начерно, это эскиз. Предложите не менее 2 вариантов, нарисуйте в окне справа свои макеты открыток. Ну вот. И вот проверяется, видите, визуальное самовыражение. Вот обращаю ваше внимание, видите, как 2 балла ставятся, предложено не менее 2 различных идей, 2 макета открытки. А мы с вами что говорили? Если 2 разных балла, это только 2 разные идеи. Это только 1. Да? Вот, ну, для 5 класса, для начала, да, ну, понятно. То есть вот я просто, поскольку это у вас останется, я обращаю ваше внимание, что это промежуточное решение, это не окончательное. Окончательным такое быть не может. А вот к определенном этапе, если вы только начинаете с этого знакомиться, вот не воспринимайте это как образец, да, как эталон. Вот такого быть не должно. Если вы хотите поставить максимально 3 балла, значит, вы должны 3 макета попросить, 3 идеи выдвинуть. Понятно. Если все 3 будут разные, тогда другой разговор. Я просто вот обращаюсь. Ну вот видите, вот. А теперь вот надо что там, расположить эти идеи в порядке убывания оригинальности. Можно, выбери самую оригинальную идею, выбери наименее оригинальную, ну и так далее. Тут могут быть самые разные. Ну, опять же, мы сейчас не оцениваем рисунки, потому что это вот эскиз, это там, так сказать, будет дорабатываться и так далее. Ну, вот система, да, понятно, да? Вот учитель предложил такие вот задания. Ну, замечательно. Вот то же самое открыто для мамы. Доработайте идеи другой группы. Предложите вот исходная идея, а вот доработанная. Вот доработанная на этом рисунке, доработайте так, чтобы внести существенное оригинальное улучшение. Ну, там она, видите, тоже пишет, что она там еще додумает детали, новые сейчас элементы добавлены, ну, понятно, да? Вот она еще будет с этим работать, это еще не окончательный вариант. Нет, это вот смотрите, исходная идея такая, а вот доработанная, и к ней будут предложены еще какие-то тортики, я не знаю, повязочки, бантики, там слезки, смайлики, что угодно. Доработайте так, чтобы это было интересно.
Понятно, да? То есть вот один эскиз, чтобы было с чем сравнить, а второй на втором мы будем рисовать сами. Ясно, да? Вот, ну вот видите, вот я думаю, что вы такие вещи тоже можете делать. Легко. Принцип понятен. А так вот в зависимости от того, что захочется, там надо сделать. Ну теперь вот немножко поговорим о затруднениях, которые возникают у педагогов при отборе и разработке заданий. И здесь я вас прошу вот максимально сконцентрироваться, потому что это действительно сложная вещь. Значит, вот смотрите, креативное мышление, оно внутри функциональной грамотности, да? Оно тоже на функциональную грамотность. А функциональная грамотность – это не новые знания. Равно как и креативность, да? Это недобор какой-то. Да? Это что такое? Это готовность, способность к решению проблем. Фактически это знание в действии. Вот если коротко говорить про функциональность, это знание в действии, которые мы применяем, действуем. Мы им владеем и автоматически применяем. Вот это. И кроме того, это способность взять идею из математики и применить ее в литературе. Понимаете, да? Вот какую-нибудь такую, или вот еще какие-то вещи. Или вот, ну вот, как у Пауля была книжка «Электроны. Свобода воли». Да? Вот. Ну вот это вот. То есть вот, понимаете, то есть перенос какой-то вот идей, который вот, ну, идет вокруг там чего-то. Поэтому что мы отсюда следует? Первое, что мы не можем начитать материал. Мы должны дать детям задания, во-первых. А во-вторых, дать опыт. Опыт действий, опыт, в которых они бы учились принимать верные решения. Нам нужна практика для того, чтобы вот это все формировать. Ну вот это общий тезис, который относится к функциональной грамотности, а вот значит, к креативному мышлению относится точно так же. Поэтому вот те типичные затруднения, которые допускают, и ошибки, которые допускают педагоги, они связаны именно вот прежде всего с таким вот... Да, что надо? Это вот когда смена Ага. спикеров будет, вы только закончите его число? Нет, ко мне придет первое. Нет. Я остаюсь здесь. Решили, что спикеры будут. Ой, елки, ну хорошо. Ой, Вы сидите... Ну все. Нет, вы остаетесь. Хорошо, хорошо, хорошо. Четвертая группа, они здесь рядом. Я иду в 4-ю группу, да? Она вот тут рядом. Хорошо, Нет, а следующая. хорошо. Мгм. Так. Так. С одной стороны, с другой стороны, если мы ходим, мы лекцию усваиваем, да? Меняем локацию, лекцию усваиваем. Так, ну ладно, попробуем не разобраться. Значит, вот в чем, вот первое связано именно с тем, что нам очень хочется объяснять. Да. Нам очень хочется объяснять. Нам очень хочется давать теорию. Памятки, рассуждения, там, идеи какие-то, а нужна практика, нужны задания и практика. Это первое. Вот, второе. Второе, вот, опять же, креативное мышление, это значит что-то вот высшее творчество. Значит, вот олимпиадное тебе задание, привет. И выполняй. Понятно, да? А они могут быть самыми простыми. Самыми простыми. Вот открытка для мамы. Точно так же, а что можно сделать из пластиковых бутылок? Понимаете, да? Вот знакомые какие-то вещи. А вот, ну вот, пожалуйста, на балконе растет дерево. А вот оно что, растет без земли? А как оно вообще туда попало? А земля как туда попала? Ну, давайте вот идеи выдвигать. Или там, ну, можно связать там с броуновским движением, ну, все что угодно можно придумывать. Понимаете, да? Вот это простые могут быть задания, это не обязательно олимпиадные, но те, которые допускают альтернативные суждения, выдвижение гипотез или там какое-то изобретательство и какие-то условия. Понятно. Вот то, о чем мы с вами говорили дальше. И, наконец, очень трудно различать, нам трудно различать, они различаются вопросами, конечно, да, задаваемыми. Вот это на естественно-научную грамотность или на математическую? А может, это... Понятно, да? А может, это креативное мышление. Вот как их различить? Как составить такой вопрос, чтобы это стало заданием не на проверку знаний, да? А на проверку способа мысли? Вот какой вопрос надо поставить? Вот ведь в чем проблема, да?
Вот это вот очень тоже трудно. То есть, ну, для начала вот надо понять специфику заданий. Во-первых, первое, вот чем наши традиционные задания отличаются от заданий на функциональную грамотность, неважно где. Вот когда мы изучаем предмет, мы какие задания подбираем? Вот мы изучаем безударные гласные, мы изучаем там гидросферу, мы изучаем там извлечение корней квадратного уравнения. Мы какие задания будем давать детям? Ну, очевидно, на безударные, на эти изучаемые правила. Поэтому возникает вопрос, детям надо думать, каким способом решать эту задачу? Нет, конечно, тем, которым решали на уроке. Все, понимаете? Им думать не надо. Это задачи, которые мы называем от способа к задаче. Мы изучаем способ, мы к нему подбираем задачи. А все задачи на функциональную грамотность прямо противоположные. Мы изучаем, у нас есть проблема, и мы подбираем знания, которые могут помочь решить эту проблему. Извините, я вот сейчас на бытовом примере. Одно дело, я готовлю пирог по рецепту, да? И тогда зависит от того, вот я умею, владею, могу яйцо разбить, могу там это, там понятно, да, и могу понять, что там в инструкции написано, и выполнить по инструкции. Это один разговор. Это ближе к нашему традиционному обучению. Мы элементы изучаем и вот даем там. А когда у меня другая задачка, я открываю холодильник, вижу, у меня там яйца, молоко, черный хлеб черствый стоит, там еще чего-то. А я вот из этого чего-нибудь сделать могу, чтобы людей накормить? Понятно, да? Вот две разницы, вот большая разница одних и других заданий. Вот именно это, я говорю, от задачи мы подбираем способ действий или в учебном процессе от способа мы идем к задаче и тренируем. И в этом смысле очень трудно использовать задачи по функциональной грамотности в учебном процессе. Они не ложатся ровно на урок. Понимаете, там всегда надо подумать, а каким способом я должен эту задачу решать. Это необходимые условия. И, кстати сказать, как говорят психологи, это необходимые условия субъективации и присвоения знаний. Тогда знания стали моими. Только при таких условиях, когда я должен думать, а как я их могу использовать. А пока они не мои, ну вот у нас остается формальное обучение. И поэтому даже вот мы используем в наших обычных маркеры, которые указывают на способ действия, подсказки, там, да, вот слова больше, меньше, значит, ну, вы понимаете, да? А здесь наоборот. Здесь мы убираем все подсказки, включая даже научную терминологию. Мы стараемся изложить проблему бытовым языком, чтобы они сами перевели сначала на язык предмета. Понимаете, да? А наши учителя, к сожалению, вот дадут сложную задачу и говорят, а мы это все делаем. Да? То есть они опять обычную тренировочную задачу, и потом удивляемся, почему у нас нет результата. Понимаете, да? Вот это главная проблема, с которой мы всегда сталкиваемся. Ну, я не буду описывать вот разницу, да, вот проблема реальная, а здесь есть учебный вопрос, а здесь есть реальная проблема, явно выраженная. Контекст либо отсутствует, а здесь либо учебный чисто. Ну вот из пункта А в пункт Б выехали 2 мотоциклиста. Из Москвы в Петербург выехали 2 автомобиля. Есть разница? Ну почему мы вторую считаем, что она работает на функциональную грамотность? Ну, вот маленькая маскировка, маленькая лакировка, но она же не работает. Понимаете, да? Поэтому надо очень вот аккуратно это решать, эти задачи. Там не математический вопрос должен быть в математических задачах. Там вопрос, а какое решение выгоднее? Какое решение больше времени займет? Понимаете? Вот математику мы используем как средство ответа на житейскую... Конечно, конечно. У нас цель не в том, чтобы применить знания, а в том, чтобы решить проблему. А для этого нам нужны знания. Понятно, да? Это трудно. Ну, вот. Но, тем не менее, можно понять. Ну вот, например, да? Вот смотрите, а легенда одна и та же.
Одна из проблем для первых колонистов Марса – другая сила тяжести на этой планете по сравнению с Землей. Вот если я ставлю традиционную задачку, я попрошу их посчитать, во сколько раз сила тяжести отличается, дам радиус и массы, и вперед, считайте. Если я хочу естественно, научную грамотность, я начну говорить, что вот такие вот есть такое явление, для того, чтобы снизить негативное влияние, колонистам придется носить жилеты-утяжелители. А вот зачем? Какое необходимое влияние надо предотвратить? Это вот естественно. А если я хочу решить креативность, то я скажу, я им всю ситуацию решу. Предложите решение. Какое можно предложить решение для того, чтобы избежать вот этой опасности? Усиленной нагрузки. Вот мы такой детям дали, они отвечают, что? Они отвечают, сделать искусственную силу тяжести, тяготения, то есть носить утяжелители и носить, и выполнять физические упражнения. Вот о том, чтобы, например, можно сделать центрифуги, да, которые там это увеличивают силу на мышцы, там еще какие-нибудь приспособы такие вот интересные, физические, они это все проходили, они об этом не думают. Понятно, да? Вот все время будоражить их. А еще что? А что еще? А какие еще? А вот вспомните. А вы вот если так строить учебный процесс, мы тогда можем немножко стронуть и эту историю. Понятно, да? Так. Ну вот, поскольку это самое страшное, вот самое сильное, где мы затрудняемся, естественно, научные проблемы и, естественно, научная грамотность, то вот мы, креативным, когда мы говорим о креативном мышлении, мы сфокусированы на процессе выдвижения новых идей, а не на применении уже известных знаний. У нас оценивается не правильность, а оригинальность ответа. Ну, конечно, при условии, что ответы имеют смысл и веру, и ценность. Оригинальность в смысле волшебной палочки мы не принимаем. Да, понятно, да? А вот может быть какой-то оригинальный ответ, может быть неправильный, мы примем. Понимаете, да? Ну, вот ребенок может этого не знать. Вот. Мы альтернативные, то есть если мы ставим такие вопросы, мы всегда должны давать ситуации, где есть разные пути. Вот. И мы фокус делаем на способе и процессе получения решений, не на получении ответа, правильно. Вот, понятно. Вот, ну вот, то есть вот в креативном мышлении действуют все общие особенности всех заданий, и комплексность, и проблемность, но обязательно вот что есть, вот то, что в других возможно, но не обязательно, допустимость, необходимость альтернативных решений, для креативного мышления обязательно. Оно там необходимо, без этого креативности не будет. Ну, задание на креативность. И только в креативном мышлении мы используем такие критерии, как оригинальность и разнообразие. В других мы такие вещи не оцениваем. Только если мы оцениваем креативное мышление. Вот, собственно, грубо говоря, такие вот. Что дети показали? Это вот к вопросу о письменном самовыражении. И, кстати сказать, вот наши учителя тоже, они привыкли писать аннотации короткие, а если требуется сюжет, вот посмотрите, сюжет, я говорю, сценарий, то есть про действия они не пишут. Вот это было, вот синим это ответы детей. Первый человек в космосе со своей сильной чудесной ракетой. А что случилось, вы узнаете, когда прочтете книгу. Ну вот такие вот наводки рекламы. А коротко описать сюжет, главные герои встретились, пошли, победили, и там это что-то случилось. Вот про это мы вот забываем. Или вот вместо разных идей мы даем разные имена. Это о двух братьях, которые изобрели шар. Это книга о двух братьях-ученых, которые создали там летательные. Ну, понятно. Синонимические замены, как будто бы это разные идеи. Вот это вот типичная проблема для письменного самовыражения. Вот, ну что там у них? Вот общие фразы, опора, вот подмена понятия. Это вот все. Ну вот я не буду это подробно комментировать, потому что у нас уже не так уж много времени остается, а мне хотелось больше сосредоточиться на более важных вещах. Но вы сможете всегда это посмотреть. Вот. В визуальном самовыражении, ну, прежде всего, трудно рисовать на компьютере, это
Вот, непонимание того, что нужно, чем могут рисунки различаться по сюжету, ну вот 2 открытки, да, вроде бы там мама, всех поздравления, вот, а как, вот, что там, подарки разные, что там, вот в чем там дело? А ведь разница там в чем? В одном случае чувства, в другом подарки, да, в одном чувства и эмоции какие-то там проявляются, могут, ну, понимаете, вот какие-то вот такие образные, метафорические связи и так далее. И, как правило, вот все шаблоны хаотично используют, там натыкают. И вот это вот визуальные. То есть вот очень важно обращать внимание детей на различия композиции, смены цвета, размера. То есть вот за счет сердечек они выкладывают какие-то слова, например. Да? Вот такие тоже могут быть вещи. Понимаете, вот описание замысла, вот мы просим пояснить, что хотел нарисовать, и часто учителя оценивают замысел, а не рисунок. А мы здесь оцениваем рисунок, мы забываем. Это вот, ну, как русская литература, да? Вы же не красивое сочинение, не простите ошибки по русскому языку. За оригинальное описание замысла вы отсутствие рисунка фактически не может компенсировать. Понятно, да? Вот такие вот вещи, вот это вот встречаются у детей. Значит, с социальными проблемами у нас затруднение другого. У них, у детей, как правило, не хватает ни знаний, ни жизненного опыта. А это значит, что мы ну, должны давать им такую практику. Это вот к вопросу о воспитании и к вопросу о социальной практике. Вот когда сегодня Галина Сергеевна говорила про CPS, вот это как решение проблем в сотрудничестве, да? Друзья, но ведь в советской школе за счет пионерской организации эти проблемы решались на раз, два, три. Ну ведь вот, так может нам пора как-то... Так вот, об чем разговор? За счет организации общественной жизни детей, где они взаимодействовали, где они вступали в друг с другом отношения, существенные для них, да? Так может нам можно подумать не о компьютерных заданиях, а возобновлении этой практики? Вы понимаете, да? Вот, ну вот так вот, по большому счету-то. Поэтому вот опытно детям нужен опыт. На уроке мы этот опыт не сможем так в полной мере дать. Но мы можем что делать? Кейсы обсуждать какие-то, да, верно? Какие-то социальные проблемы, моральные проблемы, еще там что-то. Но вот это вот воспитание через какие-то общественную нагрузку, через какие-то общественные дела, там еще через какие-то вот, ну, можно же и с классом продумать, можно и в школе продумать такую систему. Вот, а вот это и есть тот самый способ, который позволяет формировать необходимые навыки сотрудничества и решения проблем. Ну вот, а что нам показывают ответы учащихся? Инфантильность, патернализм, то есть все решения, пусть государство выделит там помощь. Понятно, да? Потом прекрасный дух вместо действий, значит, морализаторство. Надо, чтобы было все хорошо. Ну, кто же возражает? Вот стремление подменить конкретные дела, мероприятия лозунгами, призывами или требованиями, запретами. Вот это вот то, что мы постоянно видим в ответах детей. Но о чем это говорит? Это говорит о том, что у них такой опыт. Они это тоже слышат по телевизору, здесь, в семье, везде, везде, везде. Ну вот, значит, я да. Ну вот, значит, вот, смотрите. Люди не должны мусорить, и все будет хорошо. Надо собирать мусор и быть добрым и хорошим человеком. Третьей идеи нет. Вот. Не мусори там, где отдыхаешь, оберегай наш дом и не веди себя как животное. Люди должны перейти к биоразлагаемым материалам, повышение вовлеченности. Понимаете, не действия, а лозунги, требования. Вот их просят мероприятия написать, что можно сделать, чтобы. А он, значит, вот... Понятно, да? Вот это, конечно, прелестно. Повышение вовлечения населения в утилизацию. Утилизация должна стать частью нашей жизни. Это, конечно, были блестяще. Ну ладно, это уж так, повеселились. Понимаете, да? Вот это вот, значит, что можно? Значит, на уроках мы действительно, может быть, есть смысл на уроках обществоведения, там, ну, тех, которые
тех же языков, там, географии, там, всех социальных проблем, где возникает возможность об этом поговорить, наверное, надо говорить и про общие способы, а связаны они с чем? С социальным регулированием, с повышением осознанности социальной пропаганды и так далее, и со специфическими вещами, которые связаны там ну, если о ресурсах, то, значит, водосбережение, экономия, профилактика, очистка, вот понятно, да, или основные способы расходования энергии. Ну, вот там, где это возможно, говорить о конкретных вещах. Если это о загрязнении, то о сборе, переработке, о планировании материалов, там, о перераспределении, там, вот, детские дома, там, престарелых, там, еще чего-нибудь такое и так далее. Ну, вот такого вот рода. Если вот социальные инициативы. Вот социальная инициатива – это очень тяжелая история, потому что это требует каких-то действий своих собственных, но, опять же, вот это вопрос практики. Это вопрос практики повседневной жизни, когда в школе, может быть, есть смысл продумать эту систему. Вот мы там, это самое, сажаем деревья, то мы там, я не знаю, помогаем тимуровское движение организуем, то еще что-то. Ну, я вот просто сейчас как например, это не значит, что это надо делать, но вот конкретно это. Ну, вот об этом можно думать. И у каждой наверняка, если подумает, найдется какие-то свои аспекты и решения. Вот, значит, ну вот люди с особыми потребностями. Ну вот здесь вот надо понять, какие меры могут компенсировать хотя бы отчасти вот ограничения, которые испытывают. Ну, слепота, там, глухота, значит, какие-то ну, технические приспособы, еще там что-то. Вот, и вот эта вот связь, это интеграция, то есть социальных дисциплин, естественно-научных, таких, всяких, вот это, собственно, и есть та самая основа, на которой потом вот связи такие гибкие формируются, которые развивают вот эту самую гибкость и продуктивность мышления. Вот, собственно, ради чего мы и занимаемся этим самым креативным мышлением. Что в задачах на естественно-научную грамотность? Там проблемы такие: методы научного познания. Это проблема для наших детей. Я не знаю, для ваших, наверное, тоже. Мы, в общем, по одной схеме работаем. Вот, часто оперируют бытовыми ненаучными понятиями. Вот, демонстрируют склонность к антропоморфизму, то есть вот приписыванию зверям человеческих свойств. Там вот сейчас покажу примеры. Вот. Ну и, конечно, проблемы с читательской грамотностью. Просто вот отвечают, не обращают внимания ни на слово. Вот, например, посмотрите. 15-летним детям дали ряд материалов, попросили разложить на группы, даже не на все, а вот просто выделить какие-то 2-3 группы. Ну вот, ну и понятно, первое дело по состоянию, да, жидкие, твердые там. Ну, друзья, ну вот это, что это называется агрегатным состоянием, ну вот аграрное было. Все что угодно. Жидкое, сухое, вот, а мы же их 9 лет, елки-палки, учили, с первых классов. Жидкие, твердые, газообразные. Ну чего вот они не знают. Вот что связь основания с подгруппами, использование в пищу они делят вот по принципу морское и белое. Понятно, да? Цвет они делят, белый и белый. Вот это вот реальные ответы реальных детей. 9 класс, 15 лет. Вы посмотрите, что ваши отвечают на такие вопросы, и, возможно, будут тоже такие же сюрпризы. Вот не ожидали. Мы такого, конечно, не ожидали. Мы думали, что это будет для наших детей хорошее задание. Там они, конечно, себя смогут проявить. Вот, пожалуйста, проявили изо всех сил. Ну или вот, например, я говорю, вот у зверька отвечает, вопрос в том, как лучше разместить различных зверьков, а они описывают, что у зверька есть пушистый хвост, а у Б нет совсем. Может, если разместить, как различить? Нет, они все там совершенно точно пишут, понятно, как там, задание абсолютно понятное. Вот. Или вот отпустить на волю, как разместить, на волю отпустить. Понятно, да? Да. Вот. Или, да. На вопрос о возможных причинах сокращения популяции могут написать, к примеру, что вот какие-то там лягушки, птички там еще не могут привыкнуть к дикой жизни, поэтому вымирают. Ну, да. Они всю жизнь вели цивилизованно, в постелях спали, ну, понятное же дело.
А в болоте, ну никак. Ну вот или перед тем, как зверек А будет перебегать на другое место, ему нужно кинуть в сторону зверька Б кусок, чтобы тот его не съел. Ну вот, вы же понимаете, 15 лет. Ну вот это о чем? Это креативно. Ну вот, ага, вот это неприемлемый ответ. Значит, ну что что мы рекомендуем? Обратить внимание на вот эти операции, группировки, сортировки, маркировки, категоризации, причем не только на естественно-научных предметах, выставку на книги, да, вот книжки разложить по группам многими способами, убрать остатки после, разложить по группам. Ну короче, вот то, что с детьми делаем, да, вот когда игрушки накопились, вывалили все и давай разберем на кучки. Вот такого рода задания должны быть на всех предметах. Потому что мы, когда в школу приняли, сказали, да, вот это транспорт, а это вот что, и все, и считаем, что все в порядке. Не в порядке. Не в порядке. Вот, выдвижение гипотез надо объяснить, что не ждут единственно верного ответа. А спектр, который, вот что здесь важно, это об этом Александр Юрьевич будет наверняка говорить. Ну, те вопросы, которые допускают проверку естественно-научными способами. Вот что важно, вот критическое. Ну, смысловое чтение тут без вопросов, это надо во всех тренировать, это общая проблема. Да. И вот что нас особенно беспокоило, когда мы давали задание на изобретательство, требующие какую-то проявить смекалку, инженерную смекалку, да, техническую, они, ну, например, как там дороги достроить, перестроить, или как конструкции сделать, они всегда писали про правила регулирования, они отвечали на социальные проблемы. Все, вот это вот инженерное мышление куда-то ушло. Мы теперь регулируем все законами, правилами движения, там еще что-то. Вот о чем разговор? И причем, понимаете, это же тоже не случайно, потому что если раньше вот родители, папы ремонтировали машины, да, во дворе, собирались, там еще что-то, сейчас же мы их отдаем, старшие братья паяли компьютеры, ведь это ушло из жизни. Мы же можем это все проще, сейчас такие схемы, что их не спаяешь. Значит, вот в этом смысле, наверное, надо подумать дома, как восполнить, то есть в классе, в школе, как восполнить этот опыт. Может, модели пусть делают, еще там что-нибудь. Ну вот это вот стремление, чтобы они увидели и пощупали, и что-то сделали, проявили какую-то такую вещь, это очень актуальная задача. Потому что, а кто дальше-то будет продолжать это все? Умельцы уйдут, и что? Вот давайте, робототехника замечательна. Ну вот кроме робототехники давайте еще что-нибудь придумывать, поддержку вот эту. Ну вот это вот проблема, которая, ну я не буду говорить о результатах мониторинга, я здесь только могу сказать, ну вот мы проводили много лет, и данные получили, что там у нас получается. Вот я просто обращаю ваше внимание, что мы выделили устойчивое разделение детей на группы. Помните, Никита объяснял, да, вот и Галина Сергеевна, что вот есть задание определенного уровня, а есть уровень, который достигают дети. И что между этими вещами есть корреляция. Что если ребенок достигает второго уровня, он, скорее всего, решает вот такие задачи. С наибольшей вероятностью решает вот такие задачи. Поэтому потому что у нас была очень большая выборка, 150 тысяч, мы могли на том материале, который мы предлагали детям, описать, что умеют делать дети, достигающие высокого уровня, и то у них, естественно, научная проблематика западает, даже у этих сильных детей. А что могут делать дети там повышенного, среднего, низкого и недостаточного уровня, то есть вообще не выполняют, способны только оценить чужую идею. Но это тоже хорошо, обращаю ваше внимание на то, что если с чего-то начинать, то им надо подпихивать те задания, которые они не могут сделать. Ну и если по этой ссылке вы там к приложению перейдете, там тоже какие-то выводы прописаны. Я бы хотела, что еще на что уделить немножко времени и на что обратить ваше внимание. Вот посмотрите, в результате этих мониторингов мы подтвердили, что та проблема, которая раньше у нас называлась формализм знаний, ну, помните, да, она всегда
знания есть, пользоваться не умеем, да? Вот она актуальна и по сей день. Вот помните, я вам говорила про рисунок к математическому выражению. Поясните смысл выражения А плюс Б равняется С с помощью рисунка. Ну, что мы ждали? Что дети нарисуют числовую ось, во всех учебниках есть, везде этот рисунок, массы там с помощью разновесок, еще там что-то. Что дети рисовали? Дети рисовали вишенка плюс 2 вишенки равняется 3 вишенки. То есть 5 класс, материал только вот числовой грамотности на уровне 1 класса. Вот это, причем это такого рода ответы и то могли дать только 25% детей. А так, вот они, либо не дают вообще, либо вот они, причем они, обратите внимание, они же понимают, о чем идет речь. Они понимают, что одно число плюс другое число получается третье, которое равно сумме этих двух. А выразить, а вот теперь понимаете, вот они не видят проявления этих знаний в жизни. Если они их не видят, проявления этих знаний в жизни, как они могут ими пользоваться? Вот она, функциональная грамотность. Если они не видят, где это в жизни бывает, ну, а это о чем говорит? О том, что надо на такие вещи обращать внимание. И второй эффект. Вот Катерина Николаевна это называла ситуационностью знаний. То есть если знания неосознанно, не присвоены, помните, они вот остались формальными, то они будут проявляться только в тех ситуациях, в которых формировались. Вот поясняем. Примеры решаем, 95% верных ответов. Задачки текстовые решаем, 3 ряда по 7 конфет в каждом уже четко ассоциируются с умножением. У 85% детей они дают правильные ответы. А вот такой вопрос. У меня завтра день рождения, будет 15 человек, одной коробки конфет мне хватит, если не 3 ряда по 7 конфет. Все, там уже требуется допущение, рассуждение. И учителя мне говорят, здесь нет правильного ответа. Мы такие задания давать не можем. Или как записать этот ответ? А вот достаточно, а тут я прошу, подтвердите, поясните свой, у меня придут мальчики, они возьмут по одной конфетке, они много, или не хватит. Придут девчонки, а им надо, они каждый сластены, мне все равно, какой он даст ответ, я оцениваю ответ плюс обоснование. Понятно, да? Вот проблема-то. А мы не знаем, а если мы, но это еще не ПИЗа, здесь подсказка есть. 3 ряда по, а ПИЗа будет следующее. Вот коробка конфет, вот она стоит, да, вот ПИЗа будет. У меня коробка конфет, а ты хоть пальчиком их посчитай. Ассоциация должна быть с рисунком. Ну, она вот, кроме рисунка больше нет ничего. Да ты хоть пальчиком посчитай. И начни делить, да. Ну вот, да, хватит ли мне? И ты должен сообразить, что именно ты должен считать. Вот они 15%, которые у нас и получаются. Да, совершенно верно. Если, то, да. Да. Вот, например, так. И я принимаю такой ответ. Понимаете, да? А ребенок так не ответит. Конечно. Потому что мы его так не учили. Совершенно точно. Мы запрещали ему так отвечать. А мы никогда и заданий таких не давали. Нас наказывали за такие задания. Потому что там нет единственного ответа, потому что это с лишними, с избыточными данными или наоборот с недостающими данными. А нам такие задания нужны. Вот проблема. Поэтому какие выводы мы можем сделать? Нам нужно стремиться к тому, чтобы ученики осознавали и присваивали знания, а без этого это будет формально неосознанные, и при этом формировать навык переноса. Значит, нужна система заданий, которая бы это тренировала. Раз. И второе. Нам не только надо задания академической направленности предлагать, но и задачи по принципу построенной, есть проблема, и надо подобрать способ ее решения. Надо выбрать те знания, с помощью которых эта проблема решается. Вот такие задачки надо. А что мы можем в этом отношении делать? Мы можем предлагать, помогать, значит, лучше осознавать изучаемый материал, переводить знания из пассивных в активные, то есть, значит, создавать опыт и пользоваться ими, или выяснять, а где используют, кто использует, способствовать интеграции и переносу алгоритма, ну и А средств у нас, друзья, только 2. Не объяснения,
у нас либо учебные ситуации, то есть аранжировка создания такого вот условий, либо учебные задания сами. Вот и все. И поэтому вот если говорить о естественных предметах, то есть где естественным образом на предметах формируется креативное мышление, то для языков литературы это что? Заголовки, инсценировки, там, сюжеты, сценарии, диалоги, то, чем вы постоянно занимаетесь. Только сакцентируйте, поставьте акценты немножко. Чуть-чуть вот так вот видоизменить, и все будет нормально. История обществознания – это вот все социальные проблемы, моральные дилеммы, кейсы, социальные проекты и прочее, прочее. Да? Значит, математика – это прежде всего другой способ решения, самый естественный способ. А как еще можно решить? Предложить другой способ. Вот это второе. И, наконец, математика, информатика, естественно, научные предметы – это прежде всего учебные исследования. Ну и все практики развивающего обучения, которые работают на эту идею. Об этом я буду говорить, у нас там в подвале есть на 3-й день там какой-то особенности организации учебного процесса, мы подробнее это обсудим. Вот, и во время нашей встречи, когда вы будете работать по предметным секциям. Ну и в конце я вам просто, если у вас будет возможность просто работать с учащимися, например, во внеурочных занятиях или как-то особо по развитию креативного мышления, то я бы хотела обратить ваше внимание на что? На то, что требуется работать с особенностями заданий, с совместным чтением заданий, вот просто на понимание смысла текста задания, смысла работы над этим заданием, а зачем нам такое задание предлагается. Ну вот примерные вопросы я вот здесь вот вам представила, может быть, они будут кому-то понадобиться. За знакомство с особенностями оценки выполнения заданий, вы помните, сколько мы с вами времени уделили, да? А здесь надо предложить детям, вот мы получили такой ответ, вот в параллельном классе дали такие ответы. Вы как считаете, они годятся, не годятся? Как бы мы их оценили? Понятно, да? Вот где брать? Ну, в наших сборниках, если можно, тогда. Ага, можно я их уже обратно возьму? Вот. В наших сборниках, если вы видите, такие есть. Детей вы можете заранее там спросить. Ну и вот можно специально составить сами провокационные какие-то вещи. Что еще надо делать? Еще надо обязательно формировать гибкость и беглость мышления. То есть создать ситуации, которые тренируют наблюдательность, рефлексию, восстановление хода рассуждений. Спасибо большое. И еще один там вот первый выпуск болтается. Так, ну вот, что необычного, а как наблюдать-то учить? Вот такая вот игра, прямо с начальной школы. А что необычного ты сегодня заметила по дороге в школу? Ну вот 2 минуты на уроке каждый день. С этого начинается урок. Например, да? Что необычного в размещении мебели, в вопросе, в ответе, там, ну, где-то, да? И вот, а как вы думаете, какой ответ, скорее всего, дадут ваши друзья? Как они будут рассуждать? А как еще можно рассуждать? Какой другой ответ можно дать? Ваши друзья дали такой ответ, как они рассуждали. Понятно, да? Вот такие вот вещи. Вот гибкость, оригинальность. Это вот прототип «Что, где, когда». Еще версии, аналоги на ассоциативное мышление, на аналогии, на связи. Понятно, да? Вот такие вот вещи. Доработка идей. Вот здесь самое сложное в этой доработке идей. Дети отвечают, кстати, учителя многие тоже. А зачем ее дорабатывать, эту идею? Она мне и так нравится. Ну, действительно, зачем? Понятно, да? Вот, значит, вот прежде всего надо обратить внимание, вот по каким причинам может потребоваться доработка, как быстрее, дешевле, или чтобы легче подрядок было поддерживать, клиентов привлечь. Оно вот удобное, неудобное, ну понятно, вот чтобы вот наглядное, там еще как-то, что-то там вот. И, ну, кажется, все, да. Вот здесь вот список литературы, где-то мы более подробно там писали какие-то вещи. Вот, ну вот, все, спасибо. Ну, отлично. Да, это да. Ну, если что, пишите. Вам сказали, что вам все перекинут. Вам все перекинут, да. Ну, все, тогда спасибо. Значит, я с вами прощаюсь, перехожу искать какую-то группу.
Да. А вы здесь остаетесь? А я-то все. Коллеги, давайте вот сразу сделаем 3 заметочки, чтобы потом в конце дня удобно было. Да, подвести да, итог, да, да. Вот прям вот откройте вот эту программку. 3 проблемы, 2 вопроса. Вот здесь прямо в самом конце, да? Что тут 3 важных проблемы, которые помогают решить, как эта работа. 2 идеи, которые мы сможем применить в своей деятельности, 1 вопрос, который у нас остался. Вот так на листочке прямо напишите. Вот так. 3 проблемы, 2 идеи, 1 вопрос. Его вот так потом выверните и не дайте. Что-то мы потом сейчас. Мы Потому завтра что- утром будем это Потому что обсуждать. следующее сейчас будет, и мы забудем некоторые. Да. Прямо сейчас делайте. У нас могут брать идеи. А следующее мы также сделаем. Да, потом как будет. Если у вас что-то еще спрашиваете, это в конце дня. Но мы Ой. же не можем с вами в конце дня. Фу. Вот напишите, что часто. Потому что Да, сейчас первый. Ну вот ведь не сложно же, правда? вот прям вот ваши мысли, которые возникли, просто напишите. Вот сейчас будет следующее. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. До свидания. У нас вылетит из головы некоторые. А завтра представим. А завтра надо представить 2 дня после следующего. 2 эти сессии. Чтобы мы и то не забыли, и то не забыли. Вот пишите все, что у вас возникло. Вот там, вот там. Задание есть готово, только на прокачание. В новом стандарте. Да. Пишите, это все нужно будет потом на группе представить. Так, первое пишет, да, 3 важных проблемы, которые помогают решить эта работа, которую мы сейчас делаем. Давайте напишем, а потом пойдем на концерт. Да, потому что сейчас следующее, а мы отдохнем, сядем и пойдем. Одна группа. Мы все группы пишем, что 3 проблемы. Вы пишите все, каждый, а мы потом так обобщим, сделаем такие графики, что мы думали вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Да? У вас